вы знали? Величайшая империя кыргызов по территории превзошла Рим и Александра Македонского. 6 миллионов квадратных километров. Государство, которое просуществовало не век, не два, а почти 400 лет. Долгие годы нам говорили: Сибирь – земля неисторическая, что там бегали только дикие племена. Но российский историк, доктор наук Виктор Козадой перевернул эту страницу. Он поднял архивы, китайские летописи Танской династии и заявил на весь мир: это была мощнейшая цивилизация. Давайте говорить языком фактов, а не мифов. Смотрите, Великая Золотая Орда продержалась 190 лет. Империя Чингисхана начала распадаться через 60 лет после его смерти, а кыргызский каганат сохранял независимость 387 лет, почти 4 века. Как? Как можно удерживать власть в суровой Сибири так долго, если ты просто кочевник? Ответ Козадоя прост. Это была высокоразвитая государственная машина. На пике великодержавия 6 миллионов квадратных километров. Армия – 100 тысяч штыков. Из них 30 тысяч – тяжелая латная кавалерия. Это средневековые танки. Их оружие, знаменитую кыргызскую сталь, закупал даже Китай. Нам годами внушали комплекс неполноценности, мол, кыргызы просто пасли скот. Но Козадой ломает этот миф фактами. Это была речная цивилизация. Они строили города, они прокладывали сложнейшие ирригационные каналы в Сибири и занимались земледелием. У них была своя письменность, руны на камнях. Они вели переписку на равных с императором Китая. Это уровень сверхдержавы того времени. И теперь самое главное о численности, про которую многие забывают. Козадой задает логичный вопрос: откуда у них армия в 100 тысяч штыков? Чтобы выставить 100 тысяч воинов, из которых 30 тысяч – это элитная тяжелая конница, средневековые танки, население должно быть огромным. Это не маленькое племя, это миллионы людей, мощная экономика и цивилизация. Виктор Иванович Козадой – это русский ученый из Новосибирска. У него нет никакой выгоды приукрашивать историю кыргызов. Он человек науки. Он опирается на сухие факты и археологию. И знаете, что он говорит? Кыргызы, у вас настолько великая история, что вам не нужно ничего придумывать. Вам не нужно сочинять сказки, как это делают другие народы, воруя чужое прошлое. Ваша реальная история, она уже богаче любых мифов. Просто изучите ее. Этот человек совершил настоящий научный подвиг для нашего народа. Он вернул нам память, которую пытались стереть. Нас убивали, нас вытесняли, но мы выжили и сохранили государство. Эти факты про 387 лет, про империю размером с Римом, про свою письменность, они не должны остаться просто в книге. Об этом нужно снимать документальные фильмы уровня Netflix. Это нужно вписывать в школьные учебники. Это наследие, которое мы обязаны передать детям. Не мифы, а доказанную наукой мощь наших предков. Поделитесь этим видео. Пусть каждый знает, мы не маленький народ. Мы наследники великой цивилизации. И это научный факт.